Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. День ото дня растет число заболевших COVID-19 в регионе и все чаще выявляют британский штамм коронавируса. Как пройдут майские праздники в Якутии? В Якутске начали разработку единой концепции озеленения. Сегодня высаживают однолетние цветы и кустарники. Однако в суровом климате и пальмы могут прижиться. Полгода длились разбирательства администрации Алекминска с недобросовестным исполнителем. Какую опасность для проектов несет некачественная работа? В Якутии растет число заболевших коронавирусом. Все чаще выявляют случаи заражения британским штаммом. Всего за минувшие сутки в регионе выявлено 95 заболевших. Из них в Якутске 56, в Мегино-Кангаласском районе 11, в Жиганском 6, в Таттинском 5, в Алданском 4, в Вилюйском и Намском районах по 3. В Кобяйском 2, еще в 5 районах заболели по 1 человеку. Теперь о прививочной кампании по-прежнему в регионе действуют почти 2500 пунктов вакцинации и более 100 мобильных бригад. Из 114,5 тысяч доз вакцины реализовано почти 94%. Первый компонент получили 106,5 тысяч, второй – 62,5 тысячи человек. О резком росте заболеваемости COVID-19 сообщил глава Якутии А.С.Н. Николаев и призвал предпринимателей усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В первую очередь это касается магазинов, торговых центров, кафе, ресторанов и других мест скопления людей. По словам руководителя республики, непростая ситуация складывается в Якутске и Мегино-Кангаласском улусе. Негативную тенденцию показывает и Алданский район, где впервые зафиксирован британский штамм COVID-19. Случаев выявления британского штамма коронавируса становится больше, подчеркнул А.С.Н. Николаев. При этом глава исключил возможность введения локдауна, как в прошлом году, но потребовал неукоснительного соблюдения действующих мер. В связи со сложной эпидобстановкой майские праздники в традиционном формате в Якутии отменены. Об этом сообщил глава республики на совещании оперативного штаба. Так, празднование 1 и 9 мая в привычном формате в этом году не будет. Майские мероприятия пройдут с максимальным применением дистанционных технологий. Праздничные фейерверки также отменены. При вручении и доставке ветеранам подарков привлекут прошедших вакцинацию волонтеров. Руководству Якутска на родительский день, который в этом году выпадает на 11 мая, поручено обеспечить графики движения общественного транспорта, организовать стоянки для машин и соблюдение дистанцирования на кладбищах. Между тем, в отделении Пенсионного фонда по Якутии рассказали о сроках доставки пенсий в майские выходные дни. Доставка пенсий и иных социальных выплат на дом в улусах начнется с 5-6 мая по графику, 7 мая за 7 и 9 числа, 8 мая за 8 и 10 числа. Пенсионерам в Якутске и его пригородах доставят пенсию за 9 мая раньше, с 6 по 8 число. В кассах отделений почтовой связи пенсию можно получить 5 и 6 мая по графику, 7 мая за 7 и 9 числа, 8 мая за 8 и 10. Мы профинансировали досрочно пенсии за май месяц, которые получают через кредитные учреждения, за 8 и за 10 мая. Это город Якутск и все северные районы. Все те районы, которые получают после 12 мая, пенсия будет зачисляться в соответствии с графиком. Кроме того, с 4 по 7 мая все территориальные органы пенсионного фонда будут работать по обычному режиму. График приема действует как в будние дни. Закраины на льду наблюдаются на реке Лени в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Госком ОБЖ региона. Так, у поселка Жигалово наблюдается ледостав с полыньями. Лед тает. У города Усть-Кут закраины. У Киринска ледостав и вода на льду, говорится в сообщении. Тем временем в Якутии продолжаются превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда на реках Лена и Колыма.
В режиме видеоконференции Нюрбинский район и китайский город Цзямусы обсудили двухстороннее сотрудничество и установление побратимских связей. Вспомнили стороны и историю дружеских обменов. Нюрбинским районом направлено предложение о возобновлении побратимских отношений в более расширенном формате. Предложено подписать двухстороннее соглашение, которое позволит якутянам проходить стажировку в Китае специалистам в области инфокоммуникации, спорта, здравоохранения, сельского хозяйства и других направлений. Со стороны Нюрбинского района тоже предоставили свои видеоматериалы. Мы их пригласили. Но, думаю, пандемия, все равно эта болезнь уйдет. И мы тогда начнем уже очно встречаться с ними в части тесных контактов в области спорта, сельского хозяйства, обучения наших студентов и так далее. Получить налоговый вычет можно будет быстрее. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Он вступит в силу 21 мая. Так, налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, смогут получить такие вычеты в 2 раза быстрее и без необходимости направления декларации 3 НДФЛ и пакета подтверждающих документов. Требуемую информацию налоговые органы получат от банков. Следует отметить, что новый упрощенный порядок не отменяет общих правил предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов посредством подачи деклараций. Маркировка позволит отличить натуральное молоко от ненатурального. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства региона Василий Афанасьев во время прямого эфира в соцсетях. Он отметил, что любой покупатель может сфотографировать QR-код, который предоставит информацию об изготовителе молока, кто сдавал сырье и как оно перерабатывалось. Замминистра уточнил, что в текущем году минимальная заготовительная цена молока составляет 60 рублей, а для тех, кто получил субсидию на поголовье и хочет сдавать молоко, минимальная заготовительная цена будет 10 рублей. Причем окончательную сумму районы устанавливают сами. В Якутске начали разработку единой концепции озеленения. Сегодня этот вопрос решается высадкой однолетних цветов и кустарников. Единой концепции пока нет, зато некоторые жители города разрабатывают свои варианты озеленения столицы. Например, Николай Кудрин предлагает выращивать вдоль городских улиц пальмы. Возможно ли это? Подробности в сюжете Ульяны Шагиной. Вырастить настоящую теплолюбивую южную пальму в наших северных климатических условиях, конечно же, нереально, но ей вполне можно найти достойную замену. Сплести вот такую вот иву. Посадить ее можно как у себя на участке, так и украсить столичный ландшафт. Николай Кудрин – учитель труда во Дворце детства. Он известен не только как местный кулибин, изобретающий лодки и мотоциклы. С прошлого года вместе с внуком придумали новое хобби – плести из прутьев ивы настоящие пальмы. Не огородник, никто. А так мечтаю, конечно, но у меня ничего не получается с огородами. Может, с сорняком подружусь, как бы. Живое плетение – это новое направление в дизайне. Придумали ее датчане. Семейная пара Браун. Супруги вдохновились тем, что лоза ивы очень быстро укореняется в земле и хорошо гнется. В Якутске это один из самых популярных видов озеленения. Разрастается быстро, причем декоративности никакой не несет. Тальника у нас в городе очень много, везде растет, везде топчут люди, режут, бросают. А так можно, вот, оказывается, вот в таких декоративных селях тоже использовать. А собираете где? Ну, далеко иду с населенных пунктов, как бы, потому что, ну, некрасиво, когда вот так рядом с людьми резать, как бы, зеленое это. На островах в основном. 12-летний Сулус – главный дедушкин помощник. Совсем недавно они придумали мотоцикл, который может ездить по льду, а еще канадскую лодку и самокат. Идей много, сложнее воплотить их в жизнь. Но с дедом все по плечу. Мне интересно проводить время с дедом. Ну, помогаешь деду? Но я помогал чистить от корешков. В начале весны Николай с внуком собирают ветки ивы. Для плетения они должны быть не только одинаковой высоты, но и ширины. Тогда ствол получится аккуратным. Высаживают их в землю, когда ветки дадут первые корни. Затем аккуратно начинают плести. Мы ставим по 4, а вот тут я по 6 делал. Вот, видите, да? Уже совсем скоро на ажурном стволе появятся первые побеги. Когда крона станет пушистой, ее подстригут, придадут форму. С приживаемостью также нет проблем. Все мы знаем, насколько это устойчивые к разным вредным факторам растения. Но за живым стволом нужен тщательный уход. Года 5 или растут вроде бы. Так, в интернете читал. Дольше они сохнут, что ли, или болеть начинают. Ну, можно, если в горшочках, конечно, не жалко
Раз взял, бросил, да, другую поставил. Простоят ли такие деревья много лет для украшения столичных улиц, Николай не знает. Нужно еще изучать путем проб и ошибок. Но если идею удастся воплотить в жизнь, простое хобби станет вполне удачным вкладом в озеленение столицы. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Полгода длились разбирательства администрации Алекминска с недобросовестным исполнителем. Речь идет о Спасском сквере, где работа выполнена, мягко говоря, некачественно. Каждая подобная проблема сводит к нулю проделанную работу с проектами. Продолжит тему Елена Фаст. На Спасском сквере достаточно многолюдно. На площадке, где укреплены спортивные тренажеры, молодежь. Только заняться здесь чем-то серьезно вряд ли получится. Большая часть не работает. Покрытие же превратилось в крошку. Напомним, этот сквер был открыт 31 октября 2019 года. В ходе эксплуатации объекта были поломаны оборудование. Подрядчик нам до сих пор не предоставлял никаких сертификатов качества. Он после того, как деформировал их, он их увез на ремонт по гарантийным обязательствам, привез, установил и больше никаких нам документов не предоставил. В течение, наверное, полугода мы с подрядчиком вели претензионные работы. Единственное, что сделал подрядчик, это демонтировал спортивное оборудование, привез его снова, заново переложил покрытие резиновое и покрасил забор. И как мы видим, то, что он сделал это снова некачественно. Собственно, в Алекминске столкнулись с халтурой не впервые, но если ранее подрядчики были местные, вопросы решали на берегу. В этом же случае пришлось вести работу длиною почти в полгода. Дело было довольно сложное, потому что ответчики находятся в городе Якутске. На мировое соглашение они не шли, поэтому велась очень долго претензионная работа. Принято решение в нашу пользу, что взыскать с ответчика денежные средства и доделать работы, которые они не выполнены. В проектах есть еще одна ловушка. По ряду работ сложно установить брак до их использования. Так и сейчас. Назревает еще один судебный спор. Мы сейчас видим, что та плитка, которая была положена, плитку можно понять, хорошая или не хорошая, только в момент эксплуатации этой плитки. Сейчас мы видим, что плитка местами осыпалась, также местами деформировался бетонная дорога. Мы сейчас готовим второй иск уже по вот этим деталям, по дорожкам. Как бы то ни было, это единственная возможность обязать исполнителей отрабатывать на качество и сразу. Кстати, гарантийный срок по скверу долгий. 5 лет. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этому часу это все новости. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах и оставайтесь с нами.